Искусственный интеллект – благо или зло? Этот спор ведут ученые на сегодняшний день. Давайте и мы порассуждаем в нашей программе интервью. Здравствуйте, потому что для этого у нас есть сегодня гость, который может очень здраво порассуждать и, может быть, подискутировать на эту тему. Александр Сергеев, академик Российской академии наук, научный руководитель Национального центра физики и математики. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Вы приехали сегодня к нам в Республику Башкортостан, в Уфу, и у вас будет лекция по поводу искусственного интеллекта и физики. Почему эту тему сейчас, почему на эту тему важно говорить? Роза, лекция уже была вчера, и действительно была такая достаточно большая аудитория, состоящая прежде всего из молодежи, из ребят, которые интересуются этой темой, либо уже начинают работать в этом направлении, и их тоже вот очень интересовал вопрос относительно того, как правильно вести свои научные занятия или занятия, связанные с работой в интересах компаний, для того, чтобы преуспеть в этой новой отрасли науки, технологий и уже промышленности, которая называется искусственным интеллектом. Действительно, за последнее время произошло очень важное вот такое событие. Мы, относясь к развитию так называемых искусственных нейронных сетей, фактически алгоритмов, которые умеют очень умело обрабатывать информацию, мы как-то относились достаточно снисходительно, что ну подумаешь, да, и 20 лет этим назад занимались, и 30 лет занимались. А сейчас искусственный интеллект побеждает на конкурсах, скажем, литературных произведений, когда принимаются произведения, написанные естественным интеллектом, искусственным интеллектом. Искусственный интеллект гораздо эффективнее, чем наш интеллект, обрабатывает визуальные картинки, все вот это техническое зрение. И в этом смысле мы действительно находимся сейчас в эпоху начала расцвета искусственного интеллекта. Пожалуй, последнее, что стало очень существенным моментом, это создание чат-GPT. Мы знаем, что это есть действительно такая система с генеративным искусственным интеллектом. Тоже искусственный интеллект, вообще говоря, он для перелопачивания огромного количества данных, для выделения чего-то важного, в медицине, он в телемедицине используется и так далее, как бы помощник в принятии нами решений. Но современный уровень, в частности определяемый вот этими системами так называемого генеративного искусственного интеллекта, когда он используется не для анализа, а для предикции, для того, чтобы показать, в каком правильном направлении дальше развивать науку, технологии, производство и так далее. Вот это действительно очень важно. Причем уровень развития вот этого генеративного искусственного интеллекта сейчас такой, что мы уже все вместе и на уровне правительства, и на уровне ученых начинаем бояться того, что это развитие, не будучи управляемым, приведет действительно к тому, что в серьезных вопросах искусственный интеллект станет выше, чем интеллект естественный. И сейчас очень много дискуссий идет относительно того, как к этому относиться. Запретить нельзя, потому что, вы знаете, если что-то есть такое интересное, то любопытство ученых ничто не остановит. А как ограничить? Значит, вы разделяете опасения одного из ученых американских, Ютковского, что новая технология может уничтожить человечество, будем говорить своими именами, но именно так говорит, и что это выделяет человечество вообще 2 года в 2026 году? Вы знаете, я опасения разделяю. И это опасение высказывается многими, но с другой стороны, Роза, давайте все-таки подумаем, вспомним, да, и представим. В 20 веке очень много открытий, которые существенным образом изменили наше представление о мире. Да? Давайте открытие ДНК, например, да? И генетические технологии, которые вслед за этим родились. И далее возможности, связанные с синтетической биологией, создания полностью искусственных таких вот живущих существ. Разве это не опасность? Конечно, опасность. И, кстати, до сих пор ведутся дискуссии, собственно, откуда SARS-CoV-2 появился.
Может быть, это действительно искусственный вирус, который создан человеком. Это опасно. Любое открытие, имея огромный позитивный потенциал для развития общества, науки и технологий, всегда таит в себе вот это деструктивное начало. А если мы с вами возьмем ядерный проект? Ну что, ядерный проект, разве он... Да, ядерный проект обеспечил нам благодаря неотвратимости ответного ядерного удара. Что если ты начнешь, то ты получишь по полной. И вот эта неотвратимость ядерного удара, оно мир в целом сдерживает от катастрофы, связанной с исчезновением нашей цивилизации. Параллельно родилась ядерная энергетика. Ядерная энергетика сейчас считается самой зеленой в мире. То есть это все позитивно. Но с другой стороны мы понимаем, что опасность того, что просто случайное нажатие там, какой-то кнопки, да, в условиях противостояния может привести к катастрофе, это действительно так. Я напомню вам пример очень показательный. Несколько лет назад в Иране был сбит украинский самолет. Помните? Вот страшное напряжение, потому что Иран готовился к атаке Соединенных Штатов. И один из операторов, просто не выдержав вот этого напряжения, нажал на кнопку. Произошла катастрофа. Вот эта катастрофа может произойти и в глобальном масштабе. Поэтому мы всегда, говоря о развитии чего-то очень мощного, определяющего наши технологические уклады, должны понимать, что потенциально это несет в себе угрозу разрушения. Вот вы приводили пример с игрой Go, когда искусственный интеллект 5 раз подряд обыграл чемпиона мира. Но ведь он изучил правила игры и не принимал, да, и не принимал, во внимание именно человеческий опыт. И если сравнивать с ядерным оружием, то ядерное оружие, там хотя бы кнопку нужно нажать, а искусственный интеллект, кажется, уже размышляет самостоятельно, нет? Вот смотрите, вы очень хороший пример привели, и это очень здорово, что вы сами сказали, что потенциально искусственный интеллект, его развитие, если мы не сможем регулировать, может привести к появлению гораздо более разрушительного инструмента, чем ядерное оружие. Это действительно так. И просто если сравнить с развитием искусственного интеллекта с развитием естественного интеллекта, то есть нашего с вами интеллекта, в чем действительно дело? Дело в том, что давайте возьмем развитие нашего человеческого интеллекта. Сколько лет Homo sapiens'у? Ну, разные оценки, 40, 50, 70 тысяч лет. Если взять биологически человека, который был в каком-то племени, жил там 50 тысяч лет назад, он биологически от нас с вами неотличим. Более того, если мы с вами сумели бы телепортировать какого-то младенца из того времени к нам сюда, мы бы с вами в условиях нашего общества воспитали человека, который интеллектуально от нас с вами бы не отличался. А что произошло с тех пор? Потому что ясно, что так сказать, понятно, что наше общество невозможно сравнить с первобытным общинным обществом. Произошло то, что происходила социализация людей. То есть интеллект человеческий существенным образом развивался в результате контактов, в результате общения. И вот то же самое может произойти сейчас и с искусственным интеллектом. Если мы разрешим искусственному интеллекту развиваться таким образом, что он будет общаться, системы искусственного интеллекта будут социализироваться, то есть вступать в взаимодействие друг с другом, без нашего ведома, мы находимся на стороне. Вот здесь, если допустить это, то, конечно, мы очень быстро получим очень мощные системы с превосходящим нас искусственным интеллектом. По-видимому, этот процесс действительно будет происходить, но очень важно оставить вот этот вот контроль, последнюю кнопку за нами с вами. Как это можно сделать? Можно ли это сделать в принципе? Вопрос сейчас абсолютно открытый. И вот с этим связано беспокойство. Как, с одной стороны, этот научно-технический прогресс, связанный с развитием искусственного интеллекта, его невозможно остановить, он неизбежен, он будет дальше идти. Но как сделать так, чтобы мы с вами все-таки имели вот эту конечную кнопку в наших руках, в руках естественного интеллекта, это огромный вопрос.
Он еще очень важен, потому что, и очень правильно вот, подчеркнули здесь различия с ядерными делами. Дело в том, что современная система искусственного интеллекта это алгоритмы, то есть это программы, которые считаются на компьютерах, в определенной степени копируют те ключевые моменты, которые есть в функционировании человеческого интеллекта, мозга человеческого. И более того, это не случайно название искусственная нейронная сеть. Вот сейчас почти тоже есть. То есть искусственный интеллект это искусственная нейронная сеть. Там правильно используются в алгоритмах два основных момента функционирования нашего с вами мозга. Это множественные связи нейронов. Нейроны действительно в одном полушарии могут быть связаны с нейронами в другом полушарии. Они не взаимодействуют с соседями. Это взаимодействие очень большое. И есть такое понятие число контактов нейронов. Оно на 3 порядка превосходит число самих нейронов. Это первое. И второе, вот эти вот контакты между нейронами, которые называются синапсами, в них зарыто как раз вот основные принципы функционирования мозга. Это так называемые, извините за научный термин, пластичность синапсов. То есть как устроены вот эти вот нанометровые контактики между нейронами, вот в этом как раз и суть обработки информации мозгом. Искусственные нейронные сети правильным образом учитывают это во всех программах обучения. Но дальше начинается следующее, что мы по мере того, как узнаем больше посредством нашей нейробиологии функционирования мозга, добавляем и будем добавлять в искусственный интеллект все больше и большее число вот этих моментов, которые мы узнаем из функционирования естественного интеллекта. Таким образом, усиливая его и доводя даже по уровню вот такой архитектуры, уровня конструирования до человеческого мозга. И поэтому очень важный момент сейчас – это взаимодействие естественного интеллекта и искусственного интеллекта. Вот это вот интерфейс. Ну, вы слышали, там мозг-компьютерные интерфейсы, вот чипы там вживляются и так далее. Вот это самый передний фронт сейчас науки. И здесь нужна основная задача – правильным образом, развивая все это, и понимание функционирования живого мозга, и вот эти архитектуры искусственного интеллекта, очень правильно выстраивать вот этот интерфейс взаимодействия естественного интеллекта с искусственным интеллектом с тем, чтобы это было в интересах одного, в интересах другого и в интересах всего нашего общества. Но ведь искусственный интеллект доходит до таких результатов гораздо в более сокращенные сроки, чем, например, человек. Не находите? Да, абсолютно. И более того, наша задача обучить его на как можно большем числе примеров, потому что нейронные сети, что это такое? Мы этому алгоритму, этой нашей программе, который бежит в компьютере, в телефоне вашем, где угодно, мы обучаем, мы предъявляем несколько, ну, по возможности, конечно, достаточно большое количество примеров и говорим: искусственный интеллект, вот ты настройся таким образом, чтобы в результате обработки изображения, которое мы предлагаем, ты вот из этой картинки моей любимой кошечки, преобразовав информацию, получил картинку моей любимой собачки. Ну, условно, так, чтобы все понимали, что из Мурки мы делаем жучку. И мы предъявляем ему много таких мурок и жучек, и, предъявив ему 1000 таких примеров, говорим: слушай, а теперь ты, искусственный интеллект, это алгоритм, ты готов к свободному плаванию. Теперь ты будешь обрабатывать информацию и искать террористов в толпе. Вот идет поток людей в аэропорту, и ты, наученный вот таким вот образом вырабатывать изображения, должен будешь очень быстро нам сказать, что вот тот, который идет, он опасен, потому что есть в соответствующих, так сказать, у спецслужб, есть информация о том, что это физиономия террориста. Ну, это здорово. Это здорово. И дальше мы же сами хотим, чтобы он обрабатывал информацию как можно быстрее, правильно? Потому что надо успеть схватить в толпе. И мы его действительно обучаем. Обучение, глубокое обучение, для того, чтобы он умел это делать. Нам это нужно. Это уже
не только вопросы безопасности, это вопросы индустрии, чтобы он это делал как можно быстрее. Мы сами даем ему и стремимся с помощью наших высокопроизводительных компьютеров сделать так, чтобы эти алгоритмы бежали как можно быстрее. Понимаете, противоречие? Мы сами учим, говорим, а не слишком ли быстро ты теперь искусственный интеллект обрабатываешь? Но еще не научились управлять. Пока мы управляем искусственным интеллектом, слава богу, любое крупное научное открытие, это и ядерная физика, это и генетика, это и искусственный интеллект, потенциально это старт нового технологического уклада, чтобы мы с вами и говорили. Старт нового технологического уклада. Но в то же самое время это огромный разрушительный потенциал, если мы не сумеем правильно организовать жизнь и нашего общества в целом, стран отдельных, в целом всего человечества. Вот была недавно генеральная сессия, Генеральной ассамблеи ООН. Один из вопросов, который обсуждался, как ограничить развитие искусственного интеллекта. Это вопрос, который обсуждается на Генеральной ассамблее ООН. И те решения, которые были приняты, ну, конечно, они в основном рекомендательные, но тем не менее озабоченность это видна. Да, это так, что это, во-первых, это уже технология. Это означает, что бизнес не остановишь. Если бизнес видит, что это дает прибыль, применение искусственного интеллекта, что бы вы ни делали, вы не остановите. Вы не остановите компании от вложения средств в развитие искусственного интеллекта. Это уже технология, это первое. Дальше это то, что мы видим, что это страшно интересно для ученых. Вот они такого джина выпустили. Им очень хочется все дальше и дальше наращивать его возможности. Это то, что появились примеры, когда чат GPT, вот четвертая реализация сейчас сделана, некоторые имели возможность поработать, пообщаться, говорят, да, здорово. Но те, кто имел доступ к общению с более высокой реализацией, они говорят, общение неотличимо с общением с человеком, с естественным интеллектом. Ну, и с другой стороны, давайте мы все-таки посмотрим на то, как об этом думают в других странах. К сожалению, мы по многим направлениям отстаем. Вот это наши лихие времена, да, начиная с 90-х, нулевые и так далее. Конечно, мы отстаем от уровня ведущих научных стран, научно-технологических стран. Поэтому, ну, наверное, разумно посмотреть, а они-то чего думают, как они наше будущее видят. И, наверное, это интересно, потому что это уже будущее, в котором, возможно, ну, вы-то точно будете жить с какой-то вероятностью. Я, наверное, и стопроцентно, вот та молодежь, с которой мы вчера общались на этой лекции по искусственному интеллекту, мы как раз обсуждали это видение 2045. Вот как будет выглядеть этот научно-технологический ландшафт через 20 лет. Конечно, они сидели, это их, потому что через 20 лет они будут, так сказать, командирами в этой самой нашей научно-технологической реальности. И что видится? Во многих странах сейчас есть программы стратегические. Все крупные компании пишут себе это. 2045 – это общество, так называемое общество 5.0. Что это за общество? Это общество более высокого технологического уклада, в котором естественная физическая реальность, давайте так назовем, неотличима от виртуальной реальности. То есть мы с вами через 20 лет общаемся, и я, общаясь с вами, не отличаю вас от человека. Вы, общаясь со мной, не видите, кто перед вами сидит. Антропоморфный робот, который снабжен мощным искусственным интеллектом, или человек, в котором есть ДНК. Это 2045. Это страшно интересно, но огромные вопросы мы ставим к организации этого общества в социальном плане. Это что такое? Вот это совмещение физической реальности с виртуальной реальностью. Оно в чью пользу будет? Ну хорошо, что если мы допустили существование друг друга, да, вы робот или я робот, вы общаетесь со мной и испытываете только такие же эмоции, как в общении просто с человеком, который, так сказать, из ДНК сделал. Но для гуманитарных наук, мы все сейчас с вами больше говорили для гуманитарных наук, это огромный вопрос. Что это за общество будет такое? Мы будем жить с ними, так сказать, единым человеческим общежитием,
или все-таки будет какое-то разделение, а может быть этот интеллект уже будет таким, что он будет нас считать низшей расой, вполне возможно. Тогда для чего мы с вами останемся? То есть не мы, а вот кто-то из нас, который будет из ДНК состоять. Кстати, очень забавно, вчера ребята тоже ставили такие вопросы, и один из вопросов таких вот дискуссионных был, ну а мы-то чем тогда будем заниматься, если так произойдет? И вообще я как гуманитарий, для меня это действительно... Да, очень интересно. Вы сказали страшно и интересно, но мне не интересно, мне очень страшно, что и это может произойти. А вы знаете, вот это страшно и интересно, оно как-то здесь переплетено. Так вот, один из выводов, который мы сделали, что, наверное, это будет здорово, что мы с вами вот эти настоящие, которые из ДНК состоим, да, может быть, как раз наша сущность и будет в том, что мы должны нашу ДНК передавать дальше. То есть мы должны жить естественной человеческой жизнью и радоваться от этого. Александр Михайлович, на самом деле у меня очень много еще есть вопросов, но самые любопытные это два, и я понимаю, что время нашего эфира гораздо больше уже утекло, но я не могу не спросить, может быть, вы сможете более компактно ответить, но я не могу не задать этот вопрос, как вы трактуете результат эксперимента с 2 щелями? Ну, вы знаете, вопрос трактовки экспериментов, вы имеете в виду по квантовой информатике, да? Вот вы знаете, то, что произошло за последние 10-15 лет, революционного в науке, в технологиях, это, конечно, вот такое явление искусственного интеллекта везде, то есть это взрыв таких вот информационных технологий. И второе, это взрыв квантовых технологий. Мы сейчас находимся в волне, как говорят, второй квантовой революции. Первая была, это вот 20-30-е годы 20 века, когда действительно пришло понимание и объяснение экспериментов в микромире, и мы действительно поняли, что мы действительно на правильном пути. Вторая квантовая революция – это то, что теперь мы получили возможность не только понять, но и использовать абсолютно новые контринтуитивные, как мы говорим, явления в нашем микромире. И прежде всего это явление, которое называется квантовая телепортация. Квантовая телепортация – это сохранение связей, корреляций между 2 частицами, скажем, между 2 фотонами, как бы далеко они друг от друга не находились. Это значит, что в принципе мы можем информацию не передавать от того, кто посылает эту информацию к приемнику. Эта информация может передаваться квантовым образом без реального потока информации. То есть вы анализируете информацию в запутанных состояниях света в одном месте, и в то же самое время в другом месте, на большом расстоянии друг от друга, эта же самая информация появляется. Роза, еще раз. Да, мы этим занимаемся. Да, я как физик понимаю это. Мы сейчас планируем эксперименты, в том числе в рамках Национального центра физики и математики, по демонстрации и по использованию этого явления. Наш обыденный с вами опыт никогда не позволит нам с вами этого понять. Но с другой стороны, ну а кто сказал, что мы должны понимать устройство квантового мира? У нас же с вами нет опыта, мы с вами работаем с другими масштабами, с другими временами. Поэтому говорить, этого не может быть, потому что этого мы не понимаем, это нет в нашей обыденной реальности. Вот от этого надо отстроиться. Надо сказать, да, существует квантовый мир, который устроен совершенно, как мы говорим, контринтуитивно, но мы должны изучать этот квантовый мир и те явления, которые там есть, в которые мы не верим никак. Мы должны учиться их использовать. И в то же самое время мы, конечно, должны стараться, и нашим
зрителям, уважаемым, все-таки пытаться рассказать на каких-то примерах, на каких-то аналогиях, как это работает. Вот, поэтому давайте я вот с удовольствием еще раз приду к вам, когда приеду, расскажу об этих уникальных возможностях, которые дают запутанные состояния частиц. Эксперименты все вот связанные там с двумя щелями и так далее, да, оно есть, хотя это нами непонимаемо. Даже не знаю, как подвести итог нашему интервью, потому что вопросы все равно остаются открытыми, потому что вы сейчас прямо откровенно сказали, да, искусственный интеллект есть, но нам надо учиться им управлять, пока мы им управляем, но главное удержать его в узде, я правильно же понимаю? Ну и квантовые явления некоторые существуют, вы их признаете как физик, но мы их пока не понимаем. Да, это так. Спасибо за понимание. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами. Одежда ведущим предоставлена магазином «Ханова». «Ханова» – это не просто одежда, это теплота и радость каждой встречи. Встречи с красивой и уверенной собой. Встречи особенных моментов жизни и близких людей. «Ханова» – это союз премиальных тканей и деталей, стиля и комфорта, легкости и элегантности. Ждем и нашей встречи в салоне. Уфа, Чернышевского, 101. «Ханова» – стиль, который объединяет.